Здравствуйте. Вечерний эфир на ТНВ продолжает программа «Вызов 112». В студии Матвей Опросин о самых резонансных происшествиях дня в ближайшие 10 минут. И сегодня мы расскажем, как в Казани прикрыли сразу 3 казино. Кого задержали и кого ищут. Куда побежали? Стоп, стоп! Покажем последствия пожара, который унес жизнь мужчины средних лет. Также в этом выпуске рейд по рыбакам. 2 метра дистанции. И опасный момент. Прямо во время съемок под ногами инспектора треснул лед. Оп. Все это прямо сейчас. Сразу 3 незаконных игровых салона закрыли сотрудники отдела экономической безопасности МВД в Казани. Все они находились в Советском районе города. Приехав в помещение для азартных игр, в том числе и через интернет, полицейские обнаружили более 4 десятков рабочих мест. В зале были и посетители. Как говорится, поймали с поличным. Пока удалось задержать только одного из организаторов. На оперативных кадрах безобидное помещение, но, как выяснилось, внутри играли на деньги. На этом видео сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции МВД взламывают дверь в казино. Внутри были и посетители, и сотрудники. Распивая спиртные напитки, они делали ставки. Ложимся. Куда побежали? Стоп, стоп! Так, все телефоны ложим сюда. Это только одна из точек. Как сообщает МВД, их было 3, и все находились в Советском районе. Работали на протяжении как минимум года. Только с одного адреса изъяли 43 компьютера, черновики и сотовые телефоны. Правоохранители установили организаторов несколько, пока задержали одного. Это 39-летний житель Казани. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к организации незаконной деятельности игровых салонов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр». Она предусматривает до 6 лет лишения свободы. Алена Струминская, Нафиса Минязова, «Вызов 112». Снежное утро на дорогах Казани привело к ДТП. Одно из них случилось на проспекте Ибрагимова. Здесь не поделили дорогу «Опель» и «Фольксваген». Автоинспекторы установили: первый разворачивался и не уступил дорогу второй иномарке. В результате предполагаемого виновника выбросило с проезжей части, и он остановился только после того, как врезался в дерево. Свидетели аварии рассказали, эта девушка сидела на пассажирском сидении. Во время столкновения автомобиля она ударилась головой, но от помощи медиков отказалась. Я девушке ничего не буду говорить. Вы себя хорошо чувствуете? Не пострадали? Предполагаемый виновник, водитель «Опеля», также поспешил скрыться от журналистов. Как вы себя чувствуете? Однако водители с автоинспекторами были гораздо разговорчивее. Со слов очевидцев, водитель автомобиля «Опель» разворачивался. Он не уступил дорогу «Фольксвагену», затем его отбросило, и он остановился только после того, как врезался в дерево. Заносу «Опеля» поспособствовала снежная каша на проезжей части. «Фольксваген» протаранил его заднюю правую часть, и машина вылетела на тротуар. В итоге «Опель» застрял между деревом и дорожным знаком. Обоих водителей ждет разбор в ГИБДД. Затем им предстоит обратиться в страховую компанию виновника. Хватит ли денег на восстановление поврежденных автомобилей или виновному придется доплачивать, вопрос решится позже. Нафиса Минязова, Адель Миндубаев, «Вызов 112». Манипулятор-погрузчик сгорел минувшей ночью в Казани. Все произошло на территории одного из предприятий на улице Гудованцева. Увидев языки пламени, очевидцы сняли его на мобильный телефон и выложили в социальные сети. Скорее всего, позвонили и пожарным. На место экстренно прибыли огнеборцы, которые потушили огонь. В результате никто не пострадал. Сейчас дознаватели устанавливают точную причину возгорания. 46-летний мужчина погиб на пожаре в Казани. Трагедия произошла на улице Гудованцева. Ночью соседи почувствовали запах гари и вызвали огнеборцев. Выяснилось, что горит квартира. Весь коридор был задымлен. Спасатели вынесли 6-летнего мальчика, а из сгоревшего жилища вытащили хозяина. Одного спасли, а другого нет. Пожарных вызвали жильцы 15-го дома на Гудованцево. Они почувствовали запах гари. 15 человек самостоятельно вышли на улицу. С собой забрали домашних животных. Теперь он будет известный. Огнеборцы прибыли на место в течение нескольких минут. Они быстро установили: горит квартира на 5-м этаже. В спальной комнате они увидели лежащего без сознания мужчину. Сразу же надели на него и на соседнего мальчика, отрезанного от улицы, дыхательные маски. Затем вывели их на улицу и тут же передали медикам. 6-летний ребенок не пострадал. Отказался, его проверили уже. Отказался? Да, все нормально.
46-летний мужчина был без сознания. Он надышался продуктами горения. Его пытались реанимировать, однако медикам не удалось спасти пострадавшего. На момент прибытия первых пожарных подразделений по адресу Гудованцева, 15, на 5-м этаже в 88-й квартире происходило горение однокомнатной квартиры на общей площади 10 квадратных метров. Значит, здесь звеньями ГДЗС был спасен при помощи маскоспасаемого ребенок. Огонь потушили быстро. Дознаватели на месте установили предварительную причину пожара – непотушенная сигарета. Соседи рассказали, мужчина в последнее время злоупотреблял спиртными напитками и курил прямо в квартире. Однако компании дома не собирал. Они предположили, что он был расстроен тем, что уволился с работы. Светлана Звонарева, Нафиса Минязова, вызов 112. Обстановку с ледоставом спасатели республики называют напряженной. Прочный лед толщиной от 10 сантиметров есть только на небольших прудах и озерах. В остальных нет и 4 сантиметров. Уже с начала зимы 2 погибших. В Актанышском районе мужчина провалился под неокрепший лед на озере. На минувшей неделе мужчина погиб на границе Татарстана и Удмуртии. В рейд с инспекторами ГИМС выехал Рамиль Шайдулин. Этот участок Казанки считается одним из безопасных. Прибрежная территория возле улицы Брюсова. Обычно лед здесь схватывается быстрее, но даже так ехать по нему сегодня можно только на судне, на воздушной подушке. Повсюду угрозы провалов. 2 метра дистанции. По сторонам не ходите. Спасатели выехали в очередной рейд, чтобы донести эту информацию до рыбаков. Уже несколько недель на этом участке ждут клёва десятки человек ежедневно. Аделя Хасанова пришла с супругом. Предварительно перед выходом мы ознакомились со всей информацией, заранее выходили, измеряли толщину. Толщину льда проверили сотрудники ГИМС, подтвердили, здесь рыбачить безопасно, но желательно поодиночке. На данном участке акватории толщина льда составляет 8 сантиметров, что является безопасной для нахождения человека. Однако не весь лед пока может похвастаться такой толщиной. Если на этом участке уверенные 8 сантиметров, то чуть подальше, примерно вот на таких проталинах, он не доходит и до 4. Здесь опасно не то что бурить, но и просто стоять. Оп. Прочный лед толщиной от 10 сантиметров пока наблюдается только на небольших прудах и озерах республики, сообщает МЧС. Реки еще не безопасны. Сейчас толщина льда на водных объектах такова, что она не выдерживает практически во всех местах вес не только взрослого человека, но даже ребенка. Риск провала под лед усугубил снегопад, который прошел буквально вчера, а это дополнительная нагрузка на лед. Этой зимой на неокрепшем льду Татарстана уже погиб человек. В Актаныше мужчина переходил озеро и провалился под лед. Еще один татарстанец погиб на границе с Удмуртией, возвращаясь с рыбалки. На данный момент пока адаптируется рыба, но, надеюсь, ближе, наверное, к середине декабря все будет отлично. Уже все рыбаки, думаю, заполонят Волгу. Как сообщает МЧС, частичный ледостав сформировался лишь на Каме, а вот русло Волги пока открыто. А значит, здесь выходить на лед смертельно опасно. Рамиль Шайдулин, Алмаз Единов, вызов 112. В Нижнекамске сотрудники госавтоинспекции отправились в рейд и проверили доступность парковочных мест для инвалидов. Обнаружили нарушения. Водители, не имеющие отношения к этой категории граждан, ставили свои машины на их места. В отношении таких водителей составили административные протоколы. Штраф за данное нарушение 5000 рублей. С начала года в Нижнекамске к ответственности за нарушение правил парковки на местах для инвалидов привлекли 120 человек. И это все, о чем сегодня мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50. В студии был Матвей Опросин. До встречи. Не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.